Я Рамиля Саитова, Аксарлак. Завтра, 11 октября 2020 года, исполняется 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Ряд общественников собирают мероприятия возле Белого дома по этому случаю. Почему я не пойду на это мероприятие? Ответ в самой Декларации о суверенитете. Конечно, она была огромным прорывным шагом в свое время, поскольку установила границы Республики Башкортостан. Но в остальном она имеет признаки документа, который был подложен нашему народу недругами. Читаем пункт 1. Земля является исключительной собственностью многонационального народа республики. Что значит народная собственность? Это государственная собственность. Что значит государственная собственность? Это ничейная собственность. А где небом дарованное башкортам право особа? Вотчинное родовое право на земли Урала. Это право подтверждалось даже Чингисханом и Иваном Грозным. Почему же оно не закреплено в документе, который должен был быть принят именно башкортским народом? Как декларация защищает национальные интересы башкортов? Из 10 пунктов этому вопросу посвящен только 1/4, зачитываю. Содействие удовлетворению национально-культурных потребностей лиц башкирской национальности, проживающих за пределами республики. Это все. В декларации по данному вопросу больше ничего нет. Иные пункты декларации устанавливают либерально-демократическую форму государственного устройства, совершенно несвойственную для нас, для нашего башкортского народа. На протяжении 30 лет мы увидели сполна, как эта форма власти деградирует к группе мошенников, горстки мошенников, которые захватывают власть путем избирательных фальсификаций. Также декларация устанавливает исключительно интернациональный характер власти в республике. Что это значит, мы тоже уже узнали. Это власть армян и евреев над башкортами. Не случайно эта декларация даже нашим армянским лжеглавой Радием Хабировым Аветисян признана основанием для национального праздника. Ввиду чего завтра, 11 октября, я буду думать не о том, как праздновать принятие этой декларации, а буду думать о том, как нам быстрее восстановить башкортские рода, как восстановить вотчинное право на землю и как восстановить форму общественного устройства, соответствующую нашим историческим традициям, берущим начало от Урал-Батыра.